Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев, здравствуйте. 28 сентября мы будем отмечать День предпринимателей Якутии. Эта дата установлена в республике для повышения престижа предпринимательской деятельности и формирования позитивного образа предпринимателя в регионе. О значимости праздника и его основных мероприятиях мы сегодня поговорим. Гость у нас в студии Петр Максимов, генеральный директор Фонда развития предпринимательства Республики Саха-Якутия. Петр Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. Почему все-таки я вначале задаюсь этим вопросом? День предпринимателя важен не только для бизнес-сообщества, но и для всего нашего региона. Да, здесь я соглашусь. Да, наш регион имеет свой отдельный праздник, День предпринимательства Республики Саха-Якутия. То есть у нас оно было утверждено указом первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева под номером 1626. 13 декабря 2001 года признать Днем предпринимательства 4-е воскресенье сентября. Ну и, конечно, есть Российский день предпринимательства, который был уже утвержден чуть позже, 18 октября 2007 года, указом 1381. Владимир Владимирович Путин, президент нашей страны, утвердил День российского предпринимательства. Так что в нашей республике этот праздник отмечается два раза. 26 мая и 4-е воскресенье сентября. Что подчеркивает, я думаю, его важность. Давайте о том, как будете, точнее вы, представители предпринимательского сообщества, этот праздник отмечать, какие мероприятия ключевые проходят уже, какие запланированы, собственно, вот до самой даты. Так, у нас утверждено Министерством предпринимательства, торговли и туризма, как министерство, которое занимается развитием предпринимательства в Республике Саха-Якутия. Здесь хочу отметить, что мы один из немногих регионов, где есть отдельное Министерство развития предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия. Поэтому здесь было утверждено со всеми инфраструктурами поддержки, с районами Республики Саха-Якутия, программа празднования этого мероприятия. Оно началось у нас уже вот с 13 сентября, но основные мероприятия пройдут у нас с 22 по 28 сентября. Туда включены 45 мероприятий, будут принимать участие районы Республики Саха-Якутия, около 20 районов заявились. Помимо этого в городе Якутске пройдут бизнес-завтраки, по районам тоже будут бизнес-завтраки, круглые столы. Во всех районах пройдет координационные советы по развитию предпринимательства при главе района. Соответственно, в городе Якутске в республике тоже пройдет координационный совет при главе Республики Саха-Якутия. Помимо этого будут выставки, ярмарки, зональный форум, большой форум предпринимателей в этом году будет проведено в Сунтарском улусе. Все вилюйские группы предпринимателей соберутся в Сунтарском улусе 25 сентября. Ну и будем обсуждать, как будет развиваться наше предпринимательство в Республике Саха-Якутия. Петр Федорович, давайте немного поговорим про фонд, про его основные векторы и направления развития. Знаю, что фонд представляет регулярно новые меры и инструменты поддержки. Недавно анонсировали новый продукт для представителей, в частности, креативных индустрий. Почему именно это направление стало фокусом внимания? Я понимаю, что Якутск, конечно, Якутия в целом драйвер креативного развития Дальнего Востока, но все же. Но все-таки в нашей республике креативная экономика уже развивается не последний год. В нашей стране вот последние, наверное, 3-4 года обсуждается вот уже развитие креативной экономики. И вышел приказ Министерства экономического развития Российской Федерации, который регулирует деятельность нашего фонда под номером 195. И там были определены приоритетные направления деятельности, которые мы должны поддержать. Там как раз включен креативная экономика, индустрия, IT-индустрия, вот, туризм, производство, ну и вот моногороды тоже туда включены. Поэтому, как приказ вышел, мы, наверное, тоже одни из первых по стране приняли и утвердили продукт для наших субъектов малого и среднего предпринимательства. Условия не следующие, там максимальная сумма до 2 миллионов. Мы говорим о определенном, я так понимаю, займе. Да, определенный займ. Продукт называется под залог креативной индустрии. Вот.
там 2 миллиона до 3 лет. Ключевая, процентная ставка на льготная 7% годовых. Здесь могут претендовать те предприниматели, которые занимаются креативной индустрией, туда вот кино, IT, какие-то вот программные обеспечения. На сегодняшний день уже есть одобренные займы, есть очень много заявок, которые сейчас на стадии рассмотрения. Здесь самое важное, можно заложить свою интеллектуальную собственность. Главное ее правильно оценить, да, в оценочной фирме, и можно его предоставить в виде залога. Многие предприниматели с этой сферы не имеют залоговую часть, и поэтому мы включили есть интеллектуальная собственность. То есть уже свои имеющиеся наработки какие-то? Да, вот как раз они могут это в качестве залога предоставить в фонд развития предпринимательства и получить до 2 миллионов рублей на развитие своей идеи. Угу. А условия, какие требования должны быть для получения этого займа? Самое главное, это субъект малого и среднего предпринимательства. Есть реестр Федеральной налоговой службы Российской Федерации. В реестре должны состоять. Второе, деловая репутация должна быть очень хорошей. И самое главное, это у нас кредитная история. Фонд развития предпринимательства Республики Саха-Якутия регулируется Центральным банком Российской Федерации, поэтому кредитную историю мы смотрим очень жестко, можно так сказать. Завершая тему с креативными индустриями, я понимаю, что сейчас делается большой упор и большая ставка на развитие именно этой отрасли экономики. А что допустим, с традиционными? Потому что, на мой личный взгляд, не экономиста, любая креативная индустрия – это игра в долгую, тем более все инвестиции в нее – это по сути, спринт. Да. Точнее, марафон наоборот. А спринт, на мой взгляд, это любая наша традиционная деятельность предпринимателя. Та же, допустим, продажа меда. То есть то, что быстро окупается. Как с этим обстоят дела? Для них есть стандартные продукты. Есть продукт «Старт». Это предприниматели, которые зарегистрировались в течение 2 лет, являются начинающими предпринимателями. По продукту «Старт» они могут тоже до 2 миллионов получить микрозайм государственный, да, по ставке от 7 до 8% годовых со сроком до 3 лет. А те предприниматели, которые имеют уже больше года опыта, могут уже претендовать до 5 миллионов рублей. Ставка тоже там варьируется от 5 до 8% годовых со сроком на 3 года. В этих 2 продуктах еще есть у нас сфера поддержки участников специальной военной операции. То есть начинающие демобилизованные участники специальной военной операции могут под 1% годовых получить микрозайм на развитие своего бизнеса. А опытные предприниматели, которые приняли участие в специальной военной операции, могут получить до 5 миллионов рублей на развитие своего бизнеса тоже. Помимо этого, не только это касается самих участников, это дети и супруги могут тоже под эти ставки получить льготные займы. На сегодняшний день у нас уже есть одобренные займы под 1, под 5% годовых, да, для получения микрозайма. Опытные предприниматели, которые приняли участие в специальной военной операции, могут получить под 5% годовых, а под 1 это уже начинающие предприниматели. В общем, никого не забыли, все, я так понимаю, Конечно, отрасли экономики, конечно, и сырьевые, и несырьевые остаются под пристальным вниманием. Говоря о реальных действиях фонда, этим летом большое число предпринимателей в Аймяконском районе пострадало в результате паводка. Как отреагировал фонд на, собственно, проблему, на ситуацию, какие меры, шаги были приняты? Здесь у фонда есть тоже инструмент, продукт «Чрезвычайная ситуация». Если в населенном пункте, в регионе принимается режим чрезвычайной ситуации, утверждается, да, руководством Республики Саха-Якутия, открывается у нас продукт «Чрезвычайная ситуация». Предприниматели могут подать документы, до 2 миллионов рублей могут получить под 1% годовых с отсрочкой, исходя от сезонности, от времени восстановления, по оплате основного долга, получить на восстановление бизнеса. И в частности, если Аймяконский район взять, в селе Аймякон пострадало 3 предпринимателя. Это пекарня и 2 магазина. Эти предприниматели уже эти деньги получили под 1%, 2 миллиона на 3 года. Помимо этого, мы еще их поддержали в рефинансировании ранее полученных кредитов
в банковских структурах, кредитных организациях. То есть мы там под большие ставки, они, оказывается, взяли, да, мы их рефинансировали там, под льготные ставки. На восстановление взяли под 1 годовых, рефинансировали их там, под 8 годовых, например. Ну и, конечно, соответственно, там долговая нагрузка ежемесячная снижается, и они восстанавливают свой бизнес. Это вот в части финансовой поддержки. Помимо этого, лично ездил в Oymycon с нашим министром предпринимательства, торговли и туризма Георгием Петровичем Андреевым. После этого было принято решение направить бригаду Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия, который составляет сотрудников Центра «Мой бизнес», Агентства по развитию туризма и Фонда развития предпринимательства. Наши ребята с 4 по 14 сентября, августа поработали на восстановление вообще села Oymycon. Вот, к слову говоря, о пострадавших предпринимателях, там же еще, насколько я знаю, очень много было информации и публикаций о том, что пострадал дом пожилой предпринимательницы, которую еще в народе зовут хранительница там, полюса холода. Я знаю, что она уезжала ввиду состояния здоровья, не могла восстановить. На нее как-то выходили на связь? Лично сходили к Тамаре Егоровне. Тамара Егоровна, да. Она обязательно. Она является, матерью развития туризма в Oymyconском улусе. Посмотрели ее объекты. Посыльную поддержку через администрацию Oymyconского улуса вот со дня на день должны направить для восстановления. Ну и помимо этого, конечно, мы будем и в дальнейшем ее поддерживать. Она как самозанятая работает. Вот. Ну и, конечно, вот наши бригады тоже там на восстановительных работах поработали. Петр Федорович, в заключение давайте что-то пожелаем вашим коллегам, предпринимателям республики в преддверии и в честь этого важного профессионального праздника. Ну, всех наших предпринимателей Республики Саха-Якутия от себя лично, от имени Министерства предпринимательства, торговли и туризма хочу поздравить вас с Республиканским днем предпринимательства, который ежегодно отмечается в масштабах, хороших масштабах. Хочу вам пожелать крепкого здоровья, чтобы все ваши идеи реализовались. Ну и, конечно, наверное, от всего населения поблагодарить за ту работу, которую вы делаете для улучшения качества жизни населения, да, за то, что мы каждый день выбираем, что есть, что пить, что купить, какую одежду купить. Это все дела рук предпринимателей. Всего вам хорошего. Ну и, конечно, всегда развития, успехов, ну и всего самого хорошего. Петр Федорович, я присоединяюсь к вашим поздравлениям. Благодарю вас за то, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.